Что такое? Провалились. Налить? Ага. Кричи. Стоп, стоп. Назад езжайте, мы тут провалились задом. Нет. Не-не, правое заднее колесо прямо почти все ушло. Зад на боку. Клиника, разворачиваемся, сейчас едем. Что такое? А, это не ведут? Куда рубишь, здесь трясется. Давайте это пошире станет. Тонкий, да, нет? Опа, опа. Проваливается, переднее колесо проваливается. Поехали. Какое? Вот это вот провалилось, вот. Не-не-не, это оно встало. Она отошла. Просто там отошло. А еще может повредить, нет? Да, и здесь. О! Ништяк. Что там? Не пробил? Провод зацепить. А, ну вроде вот. Ну, кстати, да, не глубоко дно видно. Ну все равно. Ну да. Это все тонкие. Ну, как вы видели, все очень неожиданно происходит в таких местах. Надо быть очень предельно аккуратным. Тоже как-то весь день едем по такой вот целине. И такое первое знакомство с проталиной. То есть это не наледь, а проталина. Там очень сильное течение. И из-за этого лед очень тонкий. Ну, не знаю, по виду сантиметров 5, что ли, то есть там посмотрели. И в целом, ну, дно как бы видно, не так глубоко, но тем не менее. Вот. Как-то так. Ну, продолжаем движение. Если нормально, потеряли где-то полчаса, наверное, да? Или так показалось, может, час? Может, час, да. Испытано на себе. Руслан, прием. Я вижу верстовой столб. Ага, сейчас, подожди, спросим дорогу. Знаем, это там слышно не гостиница, может, переночевать можем. Ну, сейчас узнаем, ага. Добрый вечер. Здравствуйте. Подскажите, до Усть-Кута дорога есть? О, вряд ли. Тут она сейчас вот там еще проедете, а на том просто тащили. Да. А говорили, какая-то база есть. Как? Что, я не помню. Шуро. Вот Это ваша база? Один из них тракторист. Он ходит с клином в ту сторону. Он туда таскал, говорит, а в ту сторону, говорит, пришли оттуда трактора, а откуда они пришли? Они протащили клин, говорит, но откуда? С Усть-Кута или откуда? Ну, они вот пришли, тут два трактора протащили клин, говорит, друг за дружкой. То есть дорога есть? Дорога есть, ну, докуда, говорит, я вам не скажу. Откуда эти трактора шли? А эти трактора ушли куда уже? Они, говорит, куда ушли? Здесь, они. Они не здесь, это, говорит, ну, не наши. А когда они приходили? Он сказал, на неделе были. А
Там замечательно. А он не говорит, там дальше база есть какая-нибудь? Я его спросил, нам сказали, говорю, там какая-то база есть. Он говорит, я там ничего не знаю. База, говорит, ну вот это здесь у нас только база может быть. Вон, говорит, она стоит. Там как база, там один человек. Больше он ничего не сказал. Ну их Ну, там может, вообще 5, так а человек. один вот, который, я так понимаю, тракторист, чистит дорогу, вот он более-менее. Я понимаю, работяги, потому что он говорит, ну я ему сказал, что мы провалились. Он говорит, это я, говорит, туда на 131-м, говорит, ездил. Провалился? Я, говорит, чуть ближе провалился к выезду, где мы в лес уже зашли. Он там, говорит, я провалился. Я говорю, а мы вот прямо около этого домика. Ну давай пойдем, а по этой дороге надо ехать. Он сказал так прямо, и там, говорит, на речку выйдете. Там вот мы дом проехали, там есть следы, как бы, ну, натоптанные. Давайте проверить. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста. У нас экспедиция, мы по следам потомков ямщиков идем. Было такое. Да, мы идем с Иркутска до Якутска. Вот, и мы сейчас вот пошли, выбрали эту дорогу до Усть-Кута. И вот хотели узнать, не знаете ли вы, есть там дорога, нет? Дальше. Да, в общем-то есть, но она такая, знаешь, ее, как тебе сказать, ну, вы на своих пройдете. Можно, да? Да, ага. Ну, машины не проваливаются, ничего там. Ходят? Перед вами проезжал как-то простой, как я, газушка простая, туда 2 коней повелся. До него 30 километров, да? Ну и до него машины точно ходят, да? Ходят, да, и дальше, а дальше шаром кати. Вообще дорога хорошая. Да? А, да? Ну, тут он протянул-то вот буквально вот когда в начале месяца, наверное. Клин. Вот сюда, да? Да. Состыковал. Ясно, понятно. Спасибо большое. Да, нет. Ну, а мы еще рады, так первый верстовой столб увидели по нашей дороге. А так до этого еще есть, да, столбы? Мы, может, проезжать? Есть. Есть, Это да? Душин, кстати, привозил его, устанавливал. Вот. А это экспедиция, которая, вот, говоришь, что В 17-м году. да, Это наши ездили. Ага. да, были они заезжали. Тут меня тут, правда, они не ночевали, а покушали. Потом Душин их забрал, а дальше туда увез их. Мы Ясно. до него доедем. 30 Доедем? километров всего. Ну, Ладно. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну что, как впечатление? Ну, это уже закономерность. Ночные поездки. Проваливаются одним колесом. Проваливаем, провалы, подлет, водичка свежая, зима, ночь. Уже это классика жанра. Хорошо, что вот просто делались легким. Даже не испугались. Просто, взяли и вытащили. А лед там тонкий был очень. Лед тонкий, топором грубелей. Я чувствовал, что вездеход долго идет. Я стоял там 3 метра, наверное, и чувствовал, что вибрация проходила по льду. Нормально. Надо спать, что ложиться. На. Уже время у нас 21:08. Градусов у нас 7, почти 8 градусов на улице, почти 5 градусов внутри машины. Относительная влажность воздуха 50%. И здесь у нас средняя скорость движения 26 километров получилась. Кстати, 128 километров мы прошли. ну, с 3 часов, в общем-то, Представляете, сколько колупались, Да. пока там покушали. ну тут полчаса еще потеряли на этом, собственно, на провале.
А, ну здесь, кстати, еще что-то, да? Идет. Может, здесь, когда наледь была, туда вы проходили. Вот вообще старые следы. Потом уже здесь что-то наглядели. Хотя... Вот здесь опять ручей. Там ручей? Вот опять вода. Ну надо тогда по центру пойти. Лед видел какой наломанный. Но. Не, ну он уже смерзся, наверное, нормально. А здесь туда точно нельзя. На центр выходим, идем. Дальше идет, продолжается дорога. Вот так люди уходят туда. Пойдем. Есть хорошие новости, то есть дорога до Усть-Кута 190 километров. Здесь, в принципе, ну, несмотря на наледи, в целом есть. Вот, мы сейчас на такой базе. Здесь есть также верстовой столб. Ну, а не очень хорошая новость то, что, в принципе, мы рассчитывали как-то после такого длительного пути, может быть, найти домик, но все занято. Вот поэтому сейчас мы встанем здесь на площадке, переночуем и, думаю, где-то часа в 4 утра двинемся дальше. Все планы по ночевке. Да, пошли лесом. Да, чуть-чуть у нас получается, что в этом вездеходе у нас пролился бензин, там, то есть, ну, чисто физически пока временно невозможно ночевать. Вот, а в том, ну, в целом можно было там, конечно, разложить, но как-то такое, знаете, дорожное настроение. Сейчас 11 вечера, и в целом, думаю, где-то до 3 утра поспать, то есть, чтобы так оперативненько потом чайку сделать и поехать дальше. Испытано на себе. Друзья, ну что, доброе утро, доброе утро. Вот, но вчера мы в достаточно таких полевых условиях решили немножко поспать, чтобы, как проснемся, сразу двинуться в путь. Сегодня в планах у нас дойти до Усть-Кута, до города Усть-Кут, и, соответственно, немного отдохнуть чуть побольше, чем сегодня, и подготовить в том числе очередной выпуск передачи «Испытано на себе», то есть такой видеоматериал. Вот, и сейчас я как-то проснулся, не знаю, вот сегодня мы переночевали прямо на берегу реки Лена, да, тут все в снегу, и стоит верстовой столб. Я себя поймал на мысли о том, что вчера, да, мы были очень рады увидеть его, то есть в темноте, то есть, ну, издалека увидели свет, который горел, да, от окон, и, соответственно, потом уже появился верстовой столб. То есть издревле, да, верстовой столб, он являлся неким таким знаком того, что вот-вот уже сейчас будет дом. Но в нашем случае это получилось, что просто как бы хорошая весть, которую мы узнали, что дальше дорога есть до города Усть-Кут, и есть шанс, то есть пройти ее более-менее нормально. Вот. Ну, а сам столб, конечно, олицетворяет собой некие такие, я бы сказал, позитивные эмоции. У вас что, как? Нормально? Нормально. Затекли. Что, собираетесь что поедете? Ну, вставайте, походите. Если есть кофе, дайте горячего кофе попить. А вообще в планах, ну, потом выйдете, если выйдете, поговорим. Выходите, поговорим. Да, друзья, ну что, у нас попытка разбудить второй экипаж не увенчалась успехом. Мы с Мишей решили, что нужно воспользоваться временем и сделать кофе. Ну, вот спасла маленькая горелка, мы сейчас ее поставили здесь в ногах, кипятим кофе, сейчас, ну, воду залили в термос. Вот, и в целом сейчас, думаю, будет очень хороший стимул ребятам, чтобы проснуться и чтобы взбодриться.
Утро начинается с кофе. Пыль бразильских дорог, как выпили. Сейчас кофемановые экранов такие переключили канал. Друзья, ну что, на восходе солнца мы сейчас двигаемся. Надо сказать, что прямо перед восходом стало очень холодно. Мы едем, сейчас узнаем, сколько температура за бортом и внутри салона, но такое ощущение, что когда идет на хорошей скорости вездеход, то за счет того, что, в принципе, не особо утеплена машина, то в салоне прям даже пар изо рта идет. То есть вот утро оно такое. Сейчас такой туманчик небольшой. Ну и надо сказать, что мы сейчас находимся на территории Киринского уезда, если мы говорим о временах ямщиков. И буквально где-то 10 верст у нас осталось до станции Скокино. И далее у нас еще будет станция Боярская. Но в целом, как я уже говорил, между каждой станцией в среднем 25-30 верст. У вас что, как самочувствие? Нормально? Я что-то вообще околел. Холодно? Ну, эти рукавички мне подарили Лапсаков Александр, который жизнь в России в наше время. Вообще ништяк. Классно. А ноги вообще одубили. Сейчас эти стельки взял, которые самогреющиеся. Сейчас ставлю. 3 минутки и поедем. Но мы сейчас радиатор еще, картонки поставим. Что, уже поставили? А, уже, да? Поставлю. Есть предложение вообще. Сейчас поедем, Ну? солнце вылезет, потеплее станет. Встать, остановиться. Ну, стол посидеть, чай попить, вскипятить, Кашку заварим. кашку заварить. Давайте. Так и сделаем. Ну, 27 на улице сейчас. Минус 27. Минус 27. А у вас в салоне сколько? А? В салоне сколько? Минус 9 и 1. Минус 9. Да. Ну это сейчас еще нагрелось, да? Надышали? Да-да. Да, по ощущениям реально под минус 30. Ну что, сейчас у нас вот такой вот северный, да я даже не сказал бы лайфхак, это повседневность. Сейчас Михаил использует упаковку от сапог. Примерзнул, что ли? Да. Чтобы поставить картонку. Я думаю, будет большая польза. Ну, как видите, ни автоодеяла, ничего нету. Машина не утепленная. А где же двигатель? Это нанотехнологии. У нас есть педали. Да, педали, главное, есть. Ну, хотя бы так, но. Я думаю, будет. Можно даже еще что-нибудь. Или слишком опасно. Опасно не будет. Под нагрузочкой, если пойдет. А мы посмотрим, когда, если вдруг солнце вылезет, температура будет. Сюда можно. Или, вон туда у тебя. Да, вот сюда. Температура, если будет, вверх подниматься мы вытащим. Да. Оставим на следующий раз. Ямщики доставляли почту, посылки в круглосуточном режиме. И вот представляете, вот так вот, в такой вот, я бы сказал, ну для нас, конечно, это морозно, минус 27, под минус 30. Сейчас вот выйдя на улицу вот в таких легких куртках. Вот, ну, люди, которые уже немножко были избалованы солнцем и весной. Но, тем не менее, конечно, морозы гораздо крепче. Допустим, представляете, минус 50. В то время, наверное, еще было даже и под, может, 55, да, градусов. Вот так вот
по не такой вот накатанной дороге, а такая небольшая колея, либо, может быть, где-то по берегу, либо где-то по лесу. Ямщик доставлял почту. Вот, лошадка, сани и ямщик. Вот, и вот такая вот вокруг красота. Ямщик идет в тулупе, сидит в санях, в собачьей шапке, в валенках. Ну и, конечно же, все это обвязано кушаком. Вот. Но те, кто, может быть, не смотрел первую часть, кушак — это такой пояс красного цвета, но он завязывался без узлов, таким образом, чтобы можно было в случае попадания в воду, в наледь или в промоину, очень быстро, потянув за два конца, освободиться от пояса, от кушака и скинуть тулуп. Все это вот такой вот продиктовано суровыми реалиями ямщицкой жизни. Ну а мы, как видите, сейчас подкачиваем своих железных коней, чтобы они шли более комфортно. Ну что, спустила или что? Просто потверже? Да? Нет, спустила. А, интересно. Из-за холода, наверное, давление упало. Может, да. Эти вроде нормально стоят, а одно смотрю надо. бряк. Вот принеси какая-нибудь лед, не лед. Вот сейчас дядя. У него же заднее, он сейчас буксовал, у него задние колеса не буксовали, он передом заходил. Да ты чё? Типа затка нет? Ну, как будто полой задняя лопнула. Что, ищем мост Волговский, да? Ну, полуось надо, но... Целиком мост скупить в этом шкуте. Редуктор с собой возьмем и вторую полось возьмем, да? Возьмем, ну на этот. Тут же эти. 24-й. Здесь 24-й? Вроде же, это 24. Ну, я сейчас... Почему? 31-10 здесь? А, 31-10, ну. Да? Ну. Ну что, потихоньку едем? Да. По прибытию в Усть-Кут скрылись пара проблем, достаточно серьезных. Вездеходы, причем оба у нас немного пострадали. Ну, сразу, конечно, можно сказать, что у них был пробег около 2000 километров по Байкалу. Они устанавливали рекорд России. И несмотря на то, что предварительная
проверка, то есть техобслуживание было проведено, но так как мосты вот эти являются достаточно беспроблемными, то их даже как бы особо и не смотрели, что касается полуосей. Вот, ну и достаточно жесткий зимник, моменты, когда мы провалились, соответственно, в проталину, и в целом достаточно серьезная дорога в плане ударных нагрузок и большой вес в кузове привело к тому, что 2 полуоси у нас сейчас пострадавшие, их нужно заменить. Как думаете, друзья, почему мы не унываем, когда практически оба вездехода обездвижены? Дело в том, что секрет кроется в волговских мостах, которые установлены на этих вездеходах. И в любом маломальски таком населенном пункте особых проблем найти эти запчасти нет. То есть нам нужны 2 полуоси, ну и, соответственно, сальники, подшипники и так далее. То есть это все всегда есть в любом магазине отечественных запчастей. Вот, так что я думаю, сегодня у нас все решится и все будет нормально. Но я жду, когда приготовятся вот эти вот котлетки. Но нам сказали, что это тефтельки, поэтому я их варю. Но они такого размера хорошего, прям уже. Вот, ну сейчас уже скоро вечер. Думаю, мы успеем закупить все необходимые запчасти. Ну а дальше уже дело за мастерами, за, соответственно, Михаилом, который сейчас уже в течение 2 часов находится на телефоне, созванивается со всеми. Вот, общественная организация, потомки государев-ямщиков с Якутска, прямо нам тоже скидывают все время сообщения, интересуются, как мы. Вот, также сообщили пару номеров, контактов здесь в Усть-Куте. Ну и, соответственно, вот у нас Усть-Кут. Здесь мы стараемся найти запчасти. Который называется парков. В магазине полуоси нету. Ну, в один магазин заехали. 3000 рублей. Есть споры. Вон коробка 24. А двигатель, эту дверь все равно менять. Он в салоне лежит. В лесу как-то на охоте. Давай продавай. В лесу на охоте. А, понял. На помойку есть. Сейчас мы сделаем немного по-другому. Джеком. Засадили дела 131. Вот там и не балуют. А сделал фарма армейская. Практически стоя спал 2 суток. Ноги ослабишь и на тиски яйцами одеваешь. Романтика. Миша настолько суров, что вытаскивает остатки полуоси ветками. Это шипишка? Малина. Ну-ка, покажи-ка. Ну, его же, видишь, свернуло. Здравствуйте. Здравствуйте. А подумал, думаю, добрые дела тоже делать надо. Полный домкрат. На, Сань. Тебе инструмент. Я? Махать? Я покажу. Вот хорошая вещь. Буровики подарили. Если мы у вас брусок этот позаимствуем, вам очень нужен? Да найду, если брусок пойдут. На, Руслан, как раз я второй сразу разберу.
Все, не надо будет. Этот не дам, этот поддам. Я уже объяснил, что он заказывал все. Все свои уложу. Ну, ничего не пушит. У нас же пост. Вот сюда. Вы говорили, хавать. Там пол, это, короче, правда мясная. Это все Сани остается. Мы уже поели. Сани, Это есть, Сани короче, достаточно, да. Знаешь, это есть кипяток и кашку можно варить. Хватит сюда деньги. Кирякнула. Хотел? Надо оттуда. Я понял. Ну, надо вдвоем. Так, да, Руслан, помогай. Ну. Осторожно. Так, что, взяли? Взяли? Сейчас я перейду, подожди. Глядите, тяжело. Давай. Взяли? Давай вот сюда, да, здесь я разберу. Все, кидайте. Благодарствую. Спасибо. Ну, ходовой я Волгу брал на запчасти. Туда, брат? Ладно. Ну что, друзья, видите как? За сколько? Где-то за часа 2 в Усть-Куте нашли полностью мост в сборе. Благодаря доброму человеку. А таких, как говорится, добрых людей в Сибири очень-очень много. Вот. Сейчас это все будет разбираться. Интересный процесс, мне самому интересно. Короче, все лишнее будет разбиваться кувалдой. Начал. ВД-40 здесь заменяет кувалдочка и умение, опыт. Ловкость рук и никакого мошенничества. Не сколько этих мусов. Канистры хорошие, их за место этих мостиков можно использовать. Какие канистры? Вот это черное. А я это... Традиционки, 20 Да. Все хорошая вещь. Я Мише предлагал это вместо чурок вот так сложить и досочку Канистры? подложить. Ну, Можно? выдержали. Где нас? Здесь, да? Что, можно стоять? Нет, на него вообще нельзя. Ну, только аккуратно. Николай, мед кушаешь? А? Гостинцы. Ой, спаси Господи. Не пей. Ложечки. Про состояние колодок мне неизвестно. Они нам Нам не нужны. нужны. Нам чувак не нужен. Нам только по оси и редуктор. А мы его повезем. Кого? С собой? Я сейчас в Ляйнск. Могу Не снимешь, да? открутить, да. Ну а что в конечном итоге у нас получилось, смотрите уже в ближайшем выпуске передачи «Испытано на себе». Подписывайтесь на YouTube-канал, ставьте лайки, комментируйте. Ну и, конечно, ждем ваших слов поддержки.